зовут Ерниязова Айсулу Алимжановна. Я являюсь директором научно-исследовательского центра «Молодежь». Также параллельно являюсь членом Курултая Национального совета при президенте Республики Казахстан, а также вот скоро буквально год как член комиссии по государственным символам. Это тоже такой интересный опыт. Это все общественная работа, основная деятельность — это, конечно, НИЦ «Молодежь». Я буду в этом плане, у меня универсальный такой рецепт. Мы все это называем одним словом волонтерство, но в университете это называется активистика, да? Такая же бесплатная общественная работа, только более, которая направлена, наверное, на развитие софт-скиллов, так сказать, студенческое самоуправление. Если быть так вот максимально всю философию сузить до каких-то там 2 предложений, потому что это то, что учит тебя не говорить «не могу», «не умею», «не знаю», есть только «не хочу». Вот если ты не хочешь, то ничего не поможет. А когда тебе ставят какую-то цель, у тебя горит какой-то проект, есть какое-то желание, какая-то идея, вдохновение, то студенческое самоуправление учит тебя тому, что не бывает «не знаю, не умею». Ты найдешь, выжмешь, сделаешь, но добьешься своего результата. Поэтому я всем всегда рекомендую, да лучше со школьной скамьи начинать. В школе это такое же школьное самоуправление, да, различные мероприятия, вовлекаться во всю внеклассную жизнь. В свое время еще были живы, сейчас вот, кстати, у школьников, не знаю, рисовать стенгазеты, ухаживать за растениями. То есть все, что не касается учебы, только лишь выносить вклад в развитие того места, где ты учишься, где большую часть времени преобладающей ты проводишь. Это школа, университет, потом это твоя работа. Везде это вот про самостоятельность, про самоуправление, про твой вклад. Вот. Так что, наверное, конкретно у меня, если не брать школьные различные мероприятия, то это началось все с активистики в университете. Если брать только такое развитие профессионального пути, таких профессиональных компетенций, пусть и не хард, более таких софт-скиллов, да, каких-то дополнительных навыков, то, наверное, всегда, вот если говорить, продолжая тему студенческой активности, переломный момент бывает после 1-2 курса. В основном это после 2 курса. Я училась еще на факультете журналистики, и больше половины моих ровесников, одногруппников уже пошли работать на телеканалы. Конкретно зарабатывать деньги, конкретно развивать профессиональные скиллы. А я оставалась вот в этой всей теме общественных работ, потому что для меня было важно, и было, наверное, на тот момент это интереснее. Я даже, может быть, и не видела перспектив, но я хотела что-то делать, чтобы что-то менять в лучшую сторону. И такой первый переломный момент, он случается на 3-м курсе, первое выгорание, когда ты понимаешь, что уже ты не 1-2 курс, уже тебе там 20 лет, 21, там полное совершеннолетие, да, наступает. И вот надо идти дальше. Это был такой первый момент. Затем, когда ты все-таки выбираешь эту стезю, я помню, все, кто смеялись на 1-2 курсе, на 3-м, что ты вот ходишь по собраниям, уже на 4-м обращаются к тебе за помощью, да, потому что у тебя есть необходимые коммуникации, подход, тебя знают, есть какой-то же репутационный капитал, и ты можешь повлиять на решение каких-то вопросов. К тебе уже приходят уже за какой-то помощью, поддержкой. Второй переломный момент был после окончания магистратуры, потому что тут уже такая чистая профессионализация идет. Я, конечно, продлила этот свой момент выгорания, свою докторантуру поступив, продолжив волонтерскую деятельность уже на тот момент. На каждом этапе, когда ты заходишь с целями и уже чего-то достигаешь, а что-то уже не получается, происходит вот этот самый переломный момент. Главное, как ты к нему отнесешься. Сдашься один раз — это будет твой такой, как новым словом сейчас, паттерн, да? Закладывается паттерн. Ты будешь сдаваться каждый раз при первой же сложности. Пройдешь эту сложность разочек, уже в следующий раз тебе будет легче преодолеть вот этот момент переломный выгорания. Раньше бы я
наверное, ответила. Ну, я не знаю, как люди обычно отвечают. Да, может, фильмы, какие-то книги, люди другие, чужой успех, этот инстаграмный успешный успех. Сейчас мотивирую себя только я сама. Как бы это ни звучало. Потому что я четко ставлю себе вопрос. Зачем тебе это? Вот это вот честность с собой. А если тебе надо, то что тебе мешает это сделать? Поэтому я скажу так, я мотивирую сама себя, как бы это ни звучало, это как раз-таки, наверное, про такой этап ответственности, взросления, когда, ну и, конечно же, по-любому все равно мотивируют люди, но не столько какие-то далекие идеалы, как люди в твоем ближайшем окружении. Когда ты видишь, какие переломные моменты бывают у твоих близких, у твоих родных, и как они с ними справляются, то ты понимаешь, что и ты тоже справишься и мотивируешь себя. Наверное, из-за того, что я не единственный и не первый ребенок в семье, у меня есть две старшие сестры, у меня до 15 лет были живы оба родителя, была мама, папа, и вот всегда, наверное, какими-то ролевыми моделями, в первую очередь, ну, как для любого ребенка, это будут самые близкие люди. Это родные люди. И мой папа, он для меня вообще герой, потому что он военный, он служил в Афганистане, проходил все эти испытания. Еще очень много у него достижений и так далее. Я знаю, что все это он делал сам. Всегда весь свой путь он шагал сам. Ну, естественно, с мамой, но в профессиональном плане я имею в виду. Без какой-либо поддержки и так далее, протекции. Поэтому в этом плане для меня в профессиональном, конечно, мой папа в первую очередь. В плане личностных качеств, примеров ролевой модели женщины, конечно, это моя мама, это хранительница очага, это такой человек, который был светилом всем, заводил своим смехом, своим пением, своей энергетикой, заряжал всех вокруг. В этом плане для меня пример мама. Ну и, конечно же, сестры, когда я повзрослела, стали для меня ролевыми моделями, потому что для самого начала и самое главное, они у меня невероятно человечные, хорошие люди. А это ежедневный выбор, это действительно дисциплина, там, я не знаю, ума, помыслов, поступков. В этом плане я никогда не стыдилась, никогда не было мне неудобно. Я всегда только гордилась своими сестрами, их достижениями, то, как они выглядят. Они старше меня на 10-15 лет. Им никогда никто не дает их возраст. То, как они ведут себя с окружающими людьми, то, как они с любовью, с добром смотрят на мир, то, какие они профессионалы своего дела. С каждым годом я все больше понимаю, что мне повезло, что у меня есть такие ролевые модели. Ну и в конце концов, я не ходила ни на какие курсы визажа, мне не надо было платить за эти деньги. Я просто всегда смотрела на своих сестер. Когда этот вопрос, мне помню, задавали, знаете, одно из таких первых интервью, я была председателем комитета молодежных организаций, студенческим ректором в своем национальном университете. Это было для меня большое достижение, большая победа. Я очень была рада. Еще тогда мне задали этот вопрос. С тех пор для меня ничего не поменялось. Для меня первостепенной ценностью остается человечность и порядочность. Вот это адалдах, да, это вот все вместе в одном. Потому что для меня этот человек, он как профессионал не подведет, не позволит себе поступить безответственно. Он не обидит, даже вот когда там спрашивают про качество там, мужчины, да, порядочный мужчина, он и жене не изменит, как минимум, как для начала. И поэтому вот эта человечность, еще знаете, вот помните ту самую притчу про профессора, который объяснял студентам, да, он нарисовал единичку и сказал, это человеческая человечность, вот это вот. А потом начал добавлять нули. Это его профессиональные навыки, это его власть, какие-то статусы, это его деньги, богатство. То есть вот это вот все он нарисовал, а потом стер эту единичку
все остальное превратилось в нули. Также для меня это вот первая единица, человеческое отношение, порядочность друг к другу. И когда начинают говорить, что но ты знаешь, там, это такая сфера, где ты работаешь там, или хочешь работать там. Да, также можно сказать, да, шоу-бизнес, там, политика, везде там, я не знаю, государственная служба, ты же знаешь, там то, сё, когда мне вот так начинают говорить, я считаю, что это в первую очередь человек, его осознанный выбор, окружение и принятие решения на месте. Вот как он простраивает свою траекторию, я в это неустанно верю, и я в этом много раз убеждалась. Поэтому если для тебя первостепенные такие ценности, то ты на пути своем тоже будешь встречать людей, по крайней мере, научишься распознавать и работать, стараться будешь с теми, кто такие же ценности исповедует. Я скажу честно, в современном мире без поддержки какой-то там терапевтической, психологической, эзотерической, но все в рамках, в меру, как говорится, это как вот, ну как объяснить, это как здоровое питание, да, это как чекап у врача раз в год. Это такой же чекап своих мозгов, своего духовного равновесия. Я, помимо прочего, занимаюсь саморазвитием, потому что одного профессионального развития, вот опять-таки, чтобы прокачивать свою человечность, нужно заниматься в том числе такого рода духовным саморазвитием. Но если говорить про какие-то короткие моменты, скроллинг, например, конечно же, мы все этим грешим, помышляем. Это такие быстрые дофамины, и от этого никуда не деться. Но я устраиваю себе детоксы. Вот на прошлой неделе меня не было недели в Инстаграме. Мне не так сложно это далось. Я редко заходила, и так как сама ничего не выкладываешь и не хочешь там смотреть, а кто посмотрел, интересно. Но я точно поняла для себя, что истинное восстановление – это сон, это медитации разного плана, да, просто выключаешь мозги вот в хорошее русло. И это массажи. Я стараюсь найти вот эту вот денежку и времечко на себя. Хотя бы там, ну, раз в месяц сходить, кайфануть, потому что только так в 3 этих случаях наш мозг отдыхает. Чтение фильмов с просмотра, чтение книг – это все переключение внимания. Да, это для разнообразия досуга, какой-то выхлоп, но истинный отдых и восстановление – вот для меня в этих 3 вещах. Для кого-то еще спорт. Но я пока эту полезную привычку, честно скажу, еще не внедрила на постоянку. Я пока на пути. В моей сфере очень много чего хочется изменить, и я стараюсь это делать по мере возможности. Мы не взваливаем на себя все, весь мир не спасти. Опять-таки, к предыдущему, да, вопросу, когда у тебя есть твоя зона ответственности, твой выбор и твое принятие решения, от которого что-то зависит, тут ты включаешь человечность, профессиональные компетенции, порядочность. На своем месте ты можешь что-то поменять. И, конечно же, когда я смотрю на ребят, которые работают не по специальностям, которые не раскрывают свой потенциал, которые не знают, к кому обратиться и куда пойти, даже когда существуют какие-то меры поддержки, хоть государственные, хоть частные, хоть платные, хоть бесплатные. Конечно, в такие моменты очень хочется вот сферу, все, что связано с молодежью, с молодежной политикой, когда мы проводим исследования, мы на всех трибунах, на всех круглых столах, площадках, где есть доступ к этому микрофону, мы стараемся это говорить. Вот. Это касательно сферы деятельности, естественно, очень много всего, что нужно еще решить. А касательно общества в целом, я много лет занималась волонтерством, продолжаю заниматься уже для себя, для души, потому что бывших волонтеров не бывает. Тут я с взрослением поняла, нет смысла менять общество, нужно менять себя самого, вокруг окружения, примером своим показывать, доносить какие-то ценности, да, вот этого благопорядка,
такого, как объяснить, благоприятного отношения друг к другу, вот этого климата в обществе. Мы же берем сообщество, правильно, и общество казахстанское в целом, но тут нужно больше ответственности каждого за себя. Поэтому я какие-то радикальные меры, реформы, там какие-то иллюзорные, и как это объяснить, такого формата уже не строю, как говорится. В первую очередь быть честными с самим собой. Вообще, это самое первое. Потому что от этого выстраивается вот все остальное, твоя стратегия, траектория движения, твои отношения с окружающими. Честность с самим собой, к этому это кажется легко. Я знаю, чего я хочу. Но тут вопрос, действительно ли ты знаешь, чего ты хочешь. Или ты считаешь, что ты хочешь это, потому что этого от тебя ждут? Общество, родители, какие-то другие люди, кому ты стремишься, может быть, оказаться полезным, понравиться и так далее. Вот эта честность с собой — это первое. Второе — это, я бы, наверное, сказала, вот как бы я ни была моментами раздражительной и так далее, как бы я тоже не сердилась на какие-то обстоятельства, какие-то, как мне кажется, да, мои несправедливости жизни, работы и так далее, я всегда стараюсь смотреть на людей, на мир с любовью. Это момент момента, потому что в любом моменте, где тебя выбивает из этого состояния хотя бы просто хорошего настроения, благоприятного настроя к другим людям, надо притормозить и подумать, что именно меня сейчас так раздражает, да? И вот я стараюсь отлавливать и ловить вот эту снова внутри себя волну любви, чтобы дальше продолжать ее распространять. Это такое, любовь — это же энергия, мы не говорим про любовь в таком понимании общества, а именно про энергию. И третье, я бы, наверное, посоветовала пробовать как можно больше всего хорошего, естественно, сейчас имею в виду, разнообразной деятельности, хобби, не бояться неудач. Потому что отличает успешного человека от неуспешного, ну, как бы возьмем такие понятия, да, человек, который добился чего-то в карьере или там в каком-то поприще, а другой был с теми же навыками, но не добился. Потому что этот пытался, у него не получалось, он пытался, пока не получилось, а этот пытался, в какой-то момент сдался. Тут сколько пытаться, а где перестать бороться, поможет ответить честно перед самим собой. Но ты не поймешь, чего ты хочешь, пока не попробуешь. Вот, поэтому честно выбирать, пробовать и стараться все это делать с любовью. Все. Всем, кто это сейчас видит, я так понимаю, это в основном ребята такого достаточно молодого возраста, та самая категория, с которой мы работаем, молодежь, или кто считает себя молодым все еще в душе, никогда не поздно что-то начать, что-то поменять. Я хочу сказать в конце одну фразу, которая тоже со мной много лет и помогает мне во многих ситуациях, которые, может, кому-то со стороны покажутся непреодолимыми. Не бывает ситуаций, выход из которых не существует. Бывают ситуации, выход из которых нас не устраивает. И вот тут нужно просто понять, что поменять, чтобы поменять отношения, ситуацию и так далее. И вот тут все в ваших руках. Никогда не отчаивайтесь. Хотел сказать, звоните, пишите на связи. Ну, искренне, да. Если вдруг кажется, что вас никто не понимает, нужен какой-то жизненный совет, это не так. Посмотрите внимательнее по сторонам, обязательно найдется тот, кто именно сейчас, именно вам, именно в этой сложной ситуации нужен. Никогда не сдавайтесь.